Граждане Казахстана и Украины идут на физическое противостояние с властями, лишь бы в их регион не селили эвакуированных из Китая зараженных людей. На границе с Китаем казахстанцы не дают губернатору осуществить свои планы. На украинской Полтавщине на улице выведена военная техника. Тем временем коронавирус убил уже 2130 человек. Вот спецназовцы прилетели с автоматами и боеприпасами. В пятницу в Иране пройдут парламентские выборы. Кандидатов в депутаты утверждает лично глава режима аятолла Али Хаминеи. Любая оппозиция жестко подавляется. Все, что надо знать о выборах в одной из самых закрытых стран мира, в нашей программе. Парламент даже не имеет права проверять те многочисленные органы, которые находятся под контролем Хаминеи. В новом глобальном индексе скорости интернета Speed Test Global Index за 2020 год Таджикистан занял 133 место из 140. То есть в стране один из самых дорогих и медленных интернетов в мире. Будет определенный, даже не то что застой, а между нами будет гэп огромный, потому что там будет что-то развиваться, а мы будем стоять на своем одном месте, и за ними успевать уже в принципе не будем. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. На востоке Казахстана прошли массовые акции протеста. Минувшей ночью жители нескольких приграничных с Китаем сел вышли на улицы. Людей встревожила информация, появившаяся в соцсетях и мессенджерах. Говорилось, что в местной больнице поместят заразившихся коронавирусом граждан Китая. Какая реакция последовала за этим, расскажет Ернур Дозжанов. Больница заполнена койками. Таких коек в нашей районной больнице никогда не было. Жители сразу двух сел, Сарытерек и Айнабулак, глубокой ночью оккупировали районную больницу. Панику среди местного населения вызвали сообщения в мессенджерах. Якобы здесь поместят зараженных смертельным коронавирусом граждан Китая. Недолго думая, возмущенные сельчане начали выбрасывать на улицу больничные койки. Эти койки из села Айнабулак теперь грузят в машины и собираются отвезти в город Зайсан. К утру на ушах стоял уже весь Зайсанский район. Десятки людей стали требовать от местных властей объяснений. Протестующие утверждали, что между Китаем и Казахстаном свободно курсируют пассажирские автобусы. И это несмотря на заявление властей о полной приостановке транспортного сообщения. Чтобы успокоить разъяренную толпу, сюда прибыл аким Восточно-Казахстанской области. Он отметил, что информация в мессенджерах лживая и заверил, что никаких граждан Китая в местных больницах не будет. Границу с Китаем не перейдет ни один иностранец. Поводов для беспокойства нет. Только наши граждане могут попасть в страну. Это же чьи-то дети, родственники. С прибывшими уже будем работать отдельно. Их обследуют врачи. В дело вмешался и министр здравоохранения. С его слов, китайскую границу сейчас пересекает, цитирую, минимальное количество людей. В основном это граждане Казахстана, торговцы и дальнобойщики. Также глава ведомства добавил, что в районе все-таки могут помещать людей в карантин, но это лишь в крайнем случае. Речь идет о районной больнице Зайсанского района, где есть отдельно стоящее здание, инфекционный корпус на 20 мест. Оно пустует на данный момент, больные там не находятся, пересекаться не будут. Сейчас на карантине в Восточно-Казахстанской области граждан нету. Мы готовимся, к возможному такому развитию сценария. Даже такое заявление вряд ли обрадовало население Зайсанского района. Они требуют, чтобы в карантин людей помещали в столице либо в Алматы, а их регион оставили в покое. Между тем, ближе к вечеру в соцсетях начали появляться видео, снятые местными жителями. Авторы роликов утверждают, что из-за волнений в Зайсанский район на самолете прибывают подразделения спецназа. Вот спецназовцы прилетели с автоматами и боеприпасами. Ернур Дозжанов, Ганизат Оспанов, «Настоящее время Азия», Нур-Султан. А вот в Украине под Полтавой сегодня развернулись настоящие баталии между местными жителями и сотрудниками полиции. Люди заблокировали дорогу межрегионального значения в знак протеста против решения властей поместить в карантин в местный медицинский центр всех эвакуированных из Уханя украинцев. Протестующие считают, что медцентр не приспособлен для полноценной изоляции людей. Переубедить протестующих попытались местные депутаты и глава Полтавской облгосадминистрации.
О том, что людей хотят поместить в карантин на 2 недели, стало известно накануне. В медцентре Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области помимо 45 украинцев будут находиться также граждане 11 стран – Норвегии, Израиля, Белоруссии, Испании, Черногории, Казахстана, Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Доминиканской республики и Панамы. Ранее в МВД сообщали, что для эвакуированных подготовили 4 здания. Их обещали охранять двойным кольцом защиты, охраны и обеззараживания. К охране объектов обещали привлечь полицию и Нацгвардию, пешие и автомобильные патрули и задействовать систему видеонаблюдения. По-перше, що всі ті люди, а їх 73 особи, які прибувають на Україну, вони є здоровими. Вони пройшли перевірку спочатку китайськими лікарями, після цього наші лікарі, які прибули туди, теж їх перевірили. Ми знаємо на сьогоднішній день, що 4 особи, в яких була підозра на коронавірус, вони не були прийняті на борт. Вони залишились і через деякий час, якщо коронавірус не підтвердиться, ми їх теж повернемо. Тому я прошу людей не сіяти паніку. На сьогоднішній день все добре, тому що є певні хвилювання там в інших частинах нашої держави щодо прийняття наших людей, але на мій погляд, ми так не можемо ставитись. Тим паче, що всі сили задіяні, як медичні, так і інші, для того, щоб все відбулося якнайкраще. Двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess скончались от коронавируса. Министерство здравоохранения Японии сообщило, что это 84-летняя женщина и 87-летний мужчина. Вирус у них обнаружили примерно неделю назад. Ведомство сообщает, что у обоих до заражений якобы имелись и другие заболевания. Сейчас в госпиталях Японии в тяжелом состоянии находятся еще 29 пассажиров лайнера. Накануне японские власти частично сняли карантин на Diamond Princess и отпустили примерно 500 пассажиров. В общей сложности на судне заразились 621 человек. Это самый крупный очаг заражения за пределами Китая. Ученые предполагают, что причиной тому могли стать недостаточно строгий режим исполнения санитарно-эпидемиологических правил и система фильтрации воздуха. Это был хаос. У кого-то из членов команды была лихорадка. Этот человек пошел в медпункт. Там он уже надел защитную маску. Но от его каюты и до дверей медпункта никакой защиты не было. Люди ели в одном и том же месте. Там же снимали маски и надевали их обратно. Ели в перчатках, пользовались телефонами, будучи в масках. Словом, хаос. А между тем в Иране сегодня объявили о смерти от коронавируса 2 человек. Минздрав страны сообщил, что больные были изолированы в медучреждении в Куме. Впервые о заражении инфекцией COVID-19 власти сообщили 10 дней назад, а полной информации о масштабах заражения в Иране нет. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего за пределами Китая зафиксированы 924 случая заражения. Тем временем в самом Китае за сутки от коронавируса скончались 107 человек. Резкий спад наблюдается по новым зараженным. Их число увеличилось на 628 больных. Сейчас общее количество зараженных в стране составляет 74,5 тысячи человек. Заражений стало меньше. В это же время количество случаев выздоровления значительно увеличивается. Это происходит благодаря постоянному развитию методов лечения. На данный момент количество зараженных за пределами Китая составляет 1% от общего количества заразившихся. К другим темам. Из войсковой части под казахстанским Шымкентом солдат-контрактник ушел в самоволку. После его дезертирства выяснилось, что пропал целый арсенал оружия. Связаны ли эти 2 инцидента между собой, сейчас выясняет Министерство внутренних дел Казахстана. Шалпана Разбекова расскажет подробнее. Об исчезновении младшего сержанта одной из войсковых частей под Шымкентом стало известно сегодня под утро. Солдат-контрактник минувшей ночью должен был нести службу в качестве дежурного по роте, но в части его не нашли. В Министерстве обороны данный случай пока расценивают как самоволку. Находясь в составе дежурной смены, в качестве дежурного по роте самовольно покинул расположение части. В то же время в комнате хранения оружия обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия.
Другие подробности инцидента пока не раскрываются. Ряд казахстанских СМИ уже опубликовали ориентировку на розыск контрактника, который распространяется в мессенджере WhatsApp. В этой справке перечисляется, сколько и какого оружия исчезло из части. Пропали 30 автоматов Калашникова, 27 пистолетов Макарова и 1 травматический ствол. Не досчитались военные почти 450 патронов. Настоящая эта ориентировка, которая распространяется в мессенджерах, или фейковая, ни одно ведомство не подтвердило, но при этом и не опровергло. МВД, Минобороны и Главная военная прокуратура тщательно скрывают подробности. Ссылаются на тайну следствия. Говорят, что именно эту информацию журналистам не рассылали. Мы, как Министерство обороны, им такую информацию не давали. Мы обнаружили недостачу определенного количества стрелкового оружия. Количество, да, там же органы выясняют же. В настоящий момент известно, что 25-летний младший сержант объявлен в розыск, а по факту пропажи почти 60 единиц боевого оружия возбуждено уголовное дело. Только по этой статье ему может грозить от 5 до 12 лет тюрьмы согласно Уголовному кодексу. Двум журналистам Казахского бюро «Радио Свобода Азатык» Санату Урналиеву и Марии Мельниковой власти Казахстана отказали в выдаче аккредитации. Руководство «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» подвергло критике это решение и расценило эти действия как продолжающееся вмешательство в деятельность Азатыка. Президент «Радио Свобода» Джейми Флай в письме министру иностранных дел Казахстана Мухтару Тлеуберды назвал решение об отказе в аккредитации необоснованным. Это всего лишь последний пример беззакония, направленного вашим правительством в отношении наших журналистов, которые работают в казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Джейми Флай также напомнил и о других нарушениях официальным Нур-Султаном законодательства и международных обязательств. К примеру, МИД Казахстана не разрешил 7 журналистам телеканала «В настоящее время» и нескольких бюро «Радио Свобода» освещать внеочередные выборы президента в июне прошлого года. Кроме того, было несколько нападений на журналистов Азатыка. Имели место и случаи, когда казахстанская полиция преднамеренно не реагировала на обращение журналистов остановить нападавших. Джейми Флай призвал главу МИДа предоставить журналистам аккредитацию. Завтра, 21 февраля, граждане Ирана пойдут на избирательные участки. Страна выберет депутатов парламента. Выбор, надо сказать, весьма ограничен и специфичен. Кандидатов от оппозиции на них могут просто не допустить, а тех, кто все же попал в списки, жестко контролируют спецслужбы Верховного Аятоллы Хаминеи. С чем Иран подошел к этим выборам, расскажет Григорий Ермилко. Через несколько месяцев после волны антиправительственных протестов миллионы иранцев пойдут на избирательные участки, чтобы проголосовать за 290 членов Меджлиса, парламента страны. Однако аналитики говорят, что первый раунд выборов 21 февраля может привести к ужесточению контроля со стороны приверженцев жесткой линии, поддерживающих верховного лидера Аятоллу Али Хаминеи. Около половины всех кандидатов, зарегистрировавшихся для участия в выборах, были дисквалифицированы Советом стражей, тайным органом, контролируемым Хаминеи. В последнее время многие иранцы выходили на уличные протесты с призывами к переменам. Мы ходили на выборы много раз, но требования людей были проигнорированы после окончания выборов. Члены нынешнего парламента не сделали ничего позитивного для народа. Для меня, как рабочего, когда речь заходит о моем уровне жизни, моей покупательной способности, мне необходимо чувствовать, улучшилось ли мое положение или нет. Нет, я несчастлив. Это уже 11-е парламентские выборы после Исламской революции 1979 года. Однако список кандидатов ограничен даже больше, чем это было в прошлом. Более 15 тысяч мужчин и женщин изъявили желание участвовать в выборах, но более 7 тысяч кандидатов были сняты с голосования, в том числе десятки нынешних парламентариев. Те же кандидаты, кому Совет стражей разрешил баллотироваться, должны были убедить их в том, что они являются достойными защитниками ислама и нынешней власти. 6 членов Совета стражей являются клерикалами, отобранными лично Хаминеи. Остальные 6 судьи косвенно назначаются им же. Вне властного окружения никто не знает, по каким конкретным критериям проверяют кандидатов. Парламент Ирана рассматривается многими просто как карманный орган верховного лидера. Теперь мы видим, что парламент не имеет полномочий разрабатывать или контролировать законодательство. Парламент даже не имеет права проверять те многочисленные органы, которые находятся под контролем Хаминеи.
Иранские политики, выступающие за реформы, все больше маргинализируются. Группа реформистов заявила, что не будет поддерживать кандидатов в Тегеране и во многих провинциях. Многие граждане Ирана выразили недовольство своими лидерами в связи с экономическими санкциями. Президент США Дональд Трамп усилил давление с целью не дать иранским лидерам продолжать разработку ядерного оружия. Сделайте что-нибудь, чтобы ослабить эти санкции. Но только Хаминеи имеет решающее слово в стратегии внешней политики. В ноябре прошлого года яростные протесты вспыхнули по всему Ирану после того, как государство подняло цены на бензин. Парламент оказался неудел, в то время как правительство жестко расправлялось с протестами. Из Ирана поступали многочисленные сообщения о сотнях убитых и раненых демонстрантах. Цена на бензин должна была определяться в бюджете парламента, но решение о цене было принято вне парламента. И когда был предложен чрезвычайный законопроект, чтобы исправить ошибку, Хаминеи вмешался напрямую и не допустил обсуждения этого законопроекта. К сожалению, это привело к катастрофе и гибели сотен наших дорогих соотечественников. Верховный лидер Хаминеи заявил, что нынешнее голосование является патриотическим долгом иранцев. Для тех кандидатов, которые наберут достаточное количество голосов в ходе голосования 21 февраля, в мае состоится второй тур. Смотрите далее в нашей программе. В новом глобальном индексе скорости интернета Speed Test Global Index за 2020 год Таджикистан занял 133 место из 140. То есть в стране один из самых дорогих и медленных интернетов в мире. Будет определенный, даже не то, что застой, а между нами будет гэп огромный, потому что там будет что-то развиваться, а мы будем стоять на своем одном месте, и за ними успевать уже в принципе не будем. Мы продолжаем нашу программу. Расставил акценты своей политики сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Он предупредил, что ближе к выборам осенью этого года обстановка в стране будет накаляться. Этим, по словам Жээнбекова, могут воспользоваться некие заинтересованные силы. В остальном содержание речи президента по традиции неизменно. В Кыргызстане идет цифровизация, борьба с коррупцией будет продолжена и усилена. А вот некоторые неудобные темы Жээнбеков предпочел обойти. Какие именно, расскажет Джубек Бигалиева. В парламенте президент Кыргызстана появился довольно неожиданно. Сегодня, как оказалось, новые члены правительства должны были принести присягу. Формальному присутствию на процедуре Жээнбеков в последнее время выбирает большие обстоятельные обращения к депутатам. Мы последовательно отходим от старых, изживших себя законов, носящих репрессивный характер. При этом наша главная цель – защитить наших граждан, а в особенности подростков, отступивших и совершивших незначительные правонарушения от прямого отрицательного влияния криминальной среды. Однако из длинного спича главы страны чего-то нового депутаты так и не узнали. Цифровизация страны, развитие регионов и борьба с коррупцией остались самыми главными задачами команды Жээнбекова. Большую часть своих обещаний, по мнению президента, он уже выполнил. Я обещал, что будем развивать регионы и бороться с коррупцией, проведем цифровизацию страны, окажем поддержку социальной сфере, обеспечим население чистой питьевой водой, отремонтируем систему ирригации и будем проводить внешнюю политику, соответствующую нашим национальным интересам. Я сдержал свои обещания, которые последовательно претворяются в жизнь. Актуальные и значимые события последних дней президент предпочел не упоминать вообще. Он никак не прокомментировал запрет на иммиграцию кыргызстанских граждан в США, разрыв соглашения с китайскими инвесторами и митинги, а также громкие криминальные разборки членов ОПГ, которые даже делали обращение в его адрес. Таджикистан снова теряет позиции по качеству мобильного интернета. В глобальном индексе скорости интернета Speed Test Global Index за 2020 год страна опустилась со 132 на 133 место. Всего в рейтинге представлены 140 государств. Скорость соединения хуже только в Ираке, Афганистане, Венесуэле. Абсурдность этой ситуации добавляет тот факт, что мобильный интернет в Таджикистане один из самых медленных в мире, зато его стоимость чуть ли не самая высокая, почти $5 за гигабайт, рассказывает Анушерван Нарипов. Таджикистан опустился на одну позицию в индексе за счет того, что страну в скорости соединения мобильного интернета обогнал Узбекистан, говорят эксперты в области цифровых технологий. Показатели отрасли за год не изменились, но это не значит, что все осталось по-прежнему. В стране на рынке телекоммуникаций наблюдается застой. Как следствие, ухудшается качество связи и доступ во всемирную паутину, считают специалисты.
Гулсум Косумбекова – гражданская активистка. Она интересуется интернет-технологиями. Гулсум боролась против подорожания мобильного интернета в Таджикистане в прошлом году. По ее словам, застой на рынке и высокие цены на широкополосную связь уже отразились на развитии страны в целом. Цифровая экономика не развивается, у молодежи нет свободного доступа в интернет, а значит, нет и возможности для саморазвития, считает Гулсум. Получается, Китай развивается, нужно загружать нового рода фотографии, нового рода технологии, видеозаписи. Мы это не можем сделать. То есть у нас это не получается. Поэтому я думаю, что будет определенный, даже не то, что застой, а между нами будет гэп огромный, потому что там будет что-то развиваться, а мы будем стоять на своем одном месте, и за ними успевать уже в принципе не будем. По данным международных организаций, развития мобильного интернета в Таджикистане нет по нескольким причинам. Отсутствует конкуренция. Все компании уже 5 лет покупают трафик у госпровайдера по фиксированной стоимости. Другая причина – необоснованно большие штрафы, наложенные властями на операторов связи за эти годы. А еще дополнительные налоги на связь, НДС, акциз, лицензионные сборы, налог с оборота. При такой налоговой нагрузке компании просто не могут развиваться. В службе связи страны называют другие причины плохого соединения. Правда, в ведомстве обещают, что оно улучшится в ближайшее время. Для того, чтобы повысить скорость, мы будем внедрять поэтапно вместе с мобильными операторами сеть 4G по всей стране. Это горный регион. Здесь особые условия. Но вместе с мобильными операторами мы делаем все для развития. По информации международных организаций, 10 лет назад по уровню развития мобильных услуг Таджикистан занимал первое место в Центральной Азии. За последние годы страна утратила лидирующие позиции. Ниже Таджикистана только Туркменистан. Бороться со смогом с помощью искусства. В Бишкеке у здания парламента прошла акция против загрязнения воздуха. Свой протест активисты решили выразить необычным способом. Каким именно, расскажет Дарья Тимофеева. Самым быстро меняющимся арт-объектом этой выставки стала черная доска. На ней участники и зрители писали свои мысли относительно загрязнения воздуха. В основном предлагали способы борьбы. Наиболее оригинальные попросили оплатить психолога, потому что смог вводит в депрессию. Проблема поднимается уже давно. Это, конечно, не первая и точно не последняя подобная акция. И это немного необычное. Люди искусства показали свое видение вопроса. Мы запланировали акцию специально в конце зимы, ведь когда заканчиваются холода, все забывают про смог. Начинают опять волноваться только осенью, и так по кругу уже 5 лет. У экспозиции под открытым небом общие только тема и цель – обратить внимание на смог в Бишкеке. Творческую мысль не ограничивали, к экспонатам и авторам работ никаких требований не предъявляли. Здесь и детские рисунки, и протестные плакаты с обращением к мэру. Нравится серия фотографий, которые представлены показывают обычную жизнь города, но люди уже одеты в противогазе. И это показывает, что, в принципе, может случиться с нами в будущем, если мы не будем бороться и не предпримем меры за чистый воздух. У здания парламента сегодня можно было купить просто свежий воздух по бросовой цене. Чуть дороже стоят диковины из самого Парижа. Идея такой воздушной инсталляции может показаться абсурдной, говорит Назгуль Куватбекова. Но художница уверена, это раньше продажа H2O была шуткой маркетологов. Теперь это бишкекская реальность. Сейчас воздух стал объектом купли-продажи. Я хотела это показать. Например, многие люди покупают жилье в чистом месте, где можно дышать. Нам кажется, что цена зависит только от стройматериалов или квадратных метров, но теперь и чистый воздух входит в стоимость. Прежние экологические акции помогли добиться того, что власти спустя несколько лет отнекиваний проблему все же признали. Как бороться со смогом было известно и ранее. Теперь горожане требуют от руководства страны определить конкретные сроки и показатели, по которым можно оценить результат. Дарья Тимофеева, Давран Гамбердиев и Азат Антымаков. В настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. На этом наш выпуск завершен. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Мы находимся в селе Лебяжье Красноярского края, на берегу Енисея, это Сибирь. И здесь, в этом селе, находится одно из самых успешных хозяйств региона. Здесь есть такая должность, которую журналисты назвали мастер коровьего маникюра.
И тут по копытам была у коров проблема. Внесли, что ортопед, чтобы был. А им нравится эта процедура? Одеваю костюм свой белый и включаю музыку, они меня сразу узнают. Недавно он пережил трагедию. 3 его двоюродных братьев погибли. Он начал переедать, располнял. Улыбочку. Сядь, Сахаров. Хочешь увидеть, как стреляют? Давиду было 16 лет, когда его убили.